В Алданском районе правительство отчиталось перед населением. Вопросов к исполнительной власти меньше не стало, но изменился их характер. Подробности у наших алданских коллег. Как непросто живется в удаленности от райцентра. Зампреду Бычкову на личном приеме граждан рассказывает жительница села Первый Арачон Татьяна Акимова. В населенном пункте, который находится в 16 километрах от Алдана, осталось 2 капитальных дома до 1,5 десятка человек, которые мечтают жить в современном социуме. У нас первый наболевший вопрос – это переселение нашего поселка. Мы не живем, мы существуем. У нас нет ни аптеки, у нас нету ни магазина, у нас нету ничего, ни дорог у нас нету, ничего. Мы не живем, мы существуем. Поэтому на сегодняшний момент те заявки, которые поступают, они обрабатываются. Вот на ближайшие бюджетные корректировки этот вопрос также будет выноситься. Есть поручение главы республики на эту тему, поэтому я думаю, что этот вопрос точно сдвинется с мертвой точки. Ну и будут проработаны различные другие варианты, как в законодательной плоскости эту проблему можно решить. Как решить проблему номер 1 на сегодня – уборку мусора – интересовался каждый второй. Региональный оператор 1,5 года не может найти способ добросовестно выполнять свои обязательства. По факту мусор из баков вывозится раз в неделю. Как вернусь, передам курирующему заместителю председателя правительства, который курирует тему ЖКХ, в том числе вот этот вопрос озабоченность жителей, ну и каким-то образом будем этот вопрос ставить на уровне правительства республики еще раз для того, чтобы в целом это непростая проблема вообще, это не только у нас, это вообще по всей стране у нас с мусором, к сожалению, не так все быстро двигается, несмотря на то, что созданы соответствующие структуры, созданы соответствующие условия, но на сегодняшний момент это не идеальный набор инструментов, который позволяет быстро решить проблему. Отчеты правительства республики перед населением – это очередная возможность окунуться в проблемы на местах. Впрочем, как отметил Кирилл Бычков, проблемы решаются пусть не всегда быстро, но процесс движется. Этому способствует динамика развития и расстановка приоритетов как на региональном уровне, так и в масштабах страны. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.